Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Как выстраивать систему взаимовыгодного партнерства власти, общества, бизнеса и СМИ? Какие существуют практики и технологии по развитию благотворительности и корпоративного волонтерства? Эти и другие вопросы, нацеленные на развитие территории, обсудят в эти дни на форуме в Якутске. И сегодня гость нашей студии Светлана Баженова, генеральный директор дополнительного профессионального образования и консалтинга развития. Светлана Куприяновна, здравствуйте. Здравствуйте. Какие цели ставит перед собой Республиканский форум корпоративной социальной ответственности и партнерства в целях устойчивого развития территорий? Кто помимо вас участвует в форуме? Этот форум – такая диалоговая площадка, на которой мы будем обсуждать вопросы того, как наиболее эффективно развивать территории, используя местные ресурсы и привлекая всех к этому, и активных граждан, и местные власти, и СМИ, и бизнес в том числе. Кроме меня в этом форуме будут участвовать еще гости из Архангельска, из Новосибирска, из Москвы. Это эксперты, признанные в некоммерческой сфере. Марина Михайлова, Елена Малецкая, представители форума доноров. И в том числе будут участвовать представители бизнеса, власти из республики. Поэтому такой достаточно широкий круг участников. Какие вопросы больше всего волнуют представителей общественности? Ну, конечно, нас интересует больше всего то, где и как искать ресурсы и как выстраивать взаимовыгодное и эффективное партнерство. Потому что без партнерства достаточно сложно реализовывать те смелые проекты, которые мы придумываем. Придумать-то можно все, что угодно. Главное найти на это ресурсы. Вы представляете некоммерческие организации Приморского края. Да. Как у вас бизнес участвует в развитии территории и решении вопросов местного значения? Вы знаете, у нас в последнее время прям наметилась такая тенденция разворота бизнеса в сторону некоммерческого сектора. И вот мы, например, как организация уже третий год сотрудничаем с очень крупным бизнесом Приморского края. Это транспортная группа «Феска», Дальневосточное морское пароходство, которая через нас реализует конкурс социальных проектов «Море возможностей», и мы являемся грантодающей организацией. Мы проводим весь конкурс, организовываем и финансируем проекты некоммерческих организаций и других социальных учреждений в Приморском крае. Как руководитель дальневосточной сети ресурсных центров поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив, вы хорошо знакомы с деятельностью коллег из Якутии. Да. Как вы оцениваете потенциал третьего сектора и населения Якутии? Вы знаете, на самом деле Якутия очень выгодно отличается своей активностью на фоне всех остальных регионов Дальневосточного федерального округа. Во-первых, в Якутии выстроена такая эффективная система, и якутские организации очень много подают проектов на федеральные конкурсы в том числе. И здесь активность бурлит не только в центре, да, не только в самом Якутске, как иногда бывает, да, значит, ну, то есть вот центральный город активен, а территории как-то так немножко, значит, в тени. Здесь такого нет. Здесь как-то равномерно эта активность распределена, и более того, что мне нравится, например, в работе единого ресурсного центра, то, что у них, они очень активно включают в том числе арктические территории. У них есть специальные проекты, которые на это направлены, и очень смело используют современные средства связи и создают и внедряют такие гибридные форматы проведения мероприятий, когда и онлайн, и офлайн люди могут участвовать. Ну, в Якутии уже есть тоже обширный опыт. Как вы его используете, может быть, у себя в Приморском крае? Ну, мы смотрим на Якутию и стараемся точно так же внедрять более активно интерактивные форматы и гибридные форматы. Конечно, нас всех ситуация с пандемией, в общем-то, втолкнула в интернет и в виртуальное пространство. Но очень многие сопротивляются до сих пор этому. Вот. Но на самом деле опыт Якутии показал, что это хорошо. И тогда расстояние не становится помехой. Вы наверняка часто ездите по регионам. Может быть, приведете какие-то успешные примеры реализации проектов?
Вы знаете, есть очень хорошие практики. Например, наши коллеги в Хабаровском крае реализуют такие проектные школы, и сразу же по окончании проектных школ мини-конкурсы социальных проектов, когда люди приходят на такое мероприятие, пробуют себя здесь и сейчас, придумывают очень маленькие простые инициативы, которые не требуют больших финансов, ну не знаю, там 10, 15, 20, 25 тысяч рублей. Вот. С коротким сроком реализации такого проекта, но это эффективно. Почему? Потому что люди пришли, попробовали, получили, потом пошли, сделали и получили реальный опыт. И мы тоже, кстати, у себя в Приморье взяли это на вооружение, вот, и реализуем вот такие вот небольшие конкурсы. Очень надеемся, что это станет ну, прям такой государственной программой. Как вы считаете, какова роль ресурсных центров в решении целей устойчивого развития территории? Имеются ли успешные примеры технологий в регионах и какие? Вы знаете, ресурсный центр, что такое ресурсный центр? Это такая инфраструктура поддержки активистов, инициативных групп и некоммерческих организаций. И кроме этого, центр привлечения активных людей. Вот куда пойти активисту на территории, у которого значит, в голове какая-то идея, да, по преобразованию, я не знаю, там, территорий, по решению какой-то острой социальной проблемы. Вот как раз для этого нужны ресурсные центры. И у нас на территории практически в каждом субъекте есть такие ресурсные центры. В некоторых территориях их по 2 или по 3, а в некоторых территориях, например, вот у нас в Приморье, в Хабаровском крае, мы развиваем сеть муниципальных ресурсных центров, когда мы создаем на базе некоммерческих организаций в сообществе с местными администрациями такие точки активности, шаговой доступности, куда люди могут прийти и поделиться своей идеей, и получить помощь и поддержку в ее реализации. Вот. Ресурсные центры – это кристаллическая решетка, которая держит развитие некоммерческой сферы и позволяет ей расти. Немного хочется отдельно остановиться на вопросе об участии НКО в привлечении ресурсов. Какие имеются конкурсы для инициативных групп? Знаете, значит, у нас в стране, к сожалению, пока не очень много конкурсов именно для инициативных групп, но, например, в Новосибирской области есть очень хорошая практика проведения конкурса «С тобой регион успешнее» называется. И там как раз через ресурсные центры в территориях деньги областного бюджета распределяются для инициативных групп, для того, чтобы они реализовывали свои простые небольшие инициативы, которые так или иначе улучшают жизнь на этих территориях. Мне кажется, что это очень хорошая практика, и нужно, чтобы она внедрялась повсеместно, потому что если люди попробуют, успешно реализуют проект, у них желание появится сделать еще, и тогда они будут быстрее приходить к мысли о том, что нужно создавать некоммерческую организацию. А некоммерческая организация уже как юридическое лицо имеет гораздо больше возможностей привлечения финансов, в том числе и с федерального уровня. Ну, совершенству нет предела. Как вы считаете, какую работу необходимо проводить, чтобы совершенствовать взаимодействие НКО, общества, государства, знаете, у нас еще бизнеса? до сих пор не все в порядке с проектной культурой, и не все еще, конечно, могут грамотно составить социальный проект или общественно значимый проект, потому что тут тоже есть разница. Поэтому мне кажется, что вот здесь у нас, как у ресурсников, очень большое поле для работы, очень большое поле для взаимодействия. Нам надо, чтобы те проекты, которые инициировались и подавались, в том числе на федеральные конкурсы, больше выигрывали, чтобы они были более конкурентоспособными по сравнению с проектами из других территорий, чтобы в целом Дальневосточный федеральный округ показывал очень хорошие результаты на уровне всей федерации. Потому что у нас, мы занимаем 40% территории России, поэтому нам надо быть впереди. Ну и как вы считаете, каким должно быть идеальное взаимодействие между НКО, обществом, бизнесом? К чему стремитесь? К чему стремиться? Ну, вы знаете, одна из моих мечт – это когда бизнес будет соревноваться за право финансировать проекты некоммерческих организаций. Не мы будем ждать, значит, и искать взаимодействие с бизнесом, а бизнес будет поворачиваться в сторону НКО и предлагать широкий спектр взаимодействия. Потому что у нас есть здесь поле для
сотрудничества. Мне кажется, что у государства еще не все ресурсы в этом плане переданы в некоммерческую сферу, потому что нужно больше и смелее отдавать социальные услуги и услуги в социальной сфере, и не только на региональном уровне, но и в том числе в муниципалитетах. Потому что некоммерческие организации, конечно, во многой части эффективнее, и это может быть дешевле бюджету. Да? Мы можем экономичнее использовать ресурсы. А чем может быть бизнесу интересно сотрудничество с НКО? Вы знаете, значит, на бизнес у нас, ну вообще в целом в мире очень много задач навешивается. Но у бизнеса одна задача. Бизнес должен зарабатывать деньги. Экономичным способом, экологичным способом, но зарабатывать деньги. А вот решение, значит, всех остальных социальных проблем бизнес должен отдавать профессионалам, некоммерческим организациям. Поэтому мы интересны бизнесу. Кроме этого, некоммерческие организации – это сфера апробации самых смелых инноваций и идей. Потому что некоммерческая организация, поскольку она независимая, да, они сами могут смотреть, что лучше для тех людей, ради которых они работают. И ищут самые интересные какие-то новинки, стараются их внедрить, а там уже бизнес может на это посмотреть и ввести это в сферу своей деятельности. Ну и сегодня начинается форум. Чего ждете, каких результатов от форума? От форума я жду, конечно, новых идей, новых решений, которые можно увидеть вот на площадках, посмотреть, и, конечно же, новых знакомств и каких-то новых проектов, которые могут родиться прямо здесь и сейчас. Ну, Светлана Куприяновна, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам успешного форума, ну и дальнейшей успешной работы. Спасибо. Спасибо. А я напомню, вы смотрели «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем канале.